На хваля Радіо Марія. Хвала Христу, мої дорогі радіослухачі. Вітаю вас, Олександр Фоміних, середа, і, як і кожну середу, тут катехеза. Дякую Пану Богу, що можу тут бути. Розпочнемо эту конференцию, протяг будет конференция «Дарах Духа Святого» с молитвы. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Отче, просим Тебе Духа Твоего, Духа Святого, во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, якого Ты послал в этот свет. Який обіцяв нам Духа Святого со своими дарами, как Дух Святой денежав у нас, как сапраўды Ты дари, які ми отримали під час біжмування, і вони приносили свой плен для нашего избавления, приносили свой плен так само, как поширилося володарство Твое. Как святость нашего життя, кожного из нас, она была сапраўды такой зіхотіла із нас, только могли, этой святостью могли, дякуючи моці Твоего Духа, притягивать інших до Тебе, как могли приводить до Тебе інших, как мы не полохалися, как мы сапраўды были Твоими воярами, Твоими жовнерами, як Ти сказав через Святого Павла. А Тебе, Найсвятейшая Марія, Панна Богородиця, та, яка спирала учнів, які були боязливцями, які спужалися, спирала, підтримувала свою молитву і вечерники, які очікували на дар Духа Святого. Просим, укрий нас своїм плащом, щоб справа евангелізації поширалася, бо Ти з'являєшся Маті Слова утіловленого, Маті Ісуса Христа, Ти з'являєшся нашою Маті. Вітай, Марія, повної ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти поміж жінчинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Еще, как я уже сказал, что будем протягивать конференцию об дарах Духа Святого. Видаем, что Костел и в книге пророка Исаии, Костел нам пропонує, Бог дає, или Костел подкреслює, Бог дає нам эти дары, 7 даров Духа Святого, коли ми отримуємо сакрамент біжмування. Ось, і видаєте, з кожним даром, який Пан Бог дає, треба жити попросту, да? Треба його використовувати. Його. Як дар, ми вже розмовляли з вами о дарі Святого Хресту, його треба використовувати. Вельми шмат людей охрещених, але все они живут поводле того, что они отримали, да, не закапывают эти таленты, як у той приповісті, коли чоловік закопав, он не згубив, не стратив, тому що дару, який ми отримали під час Святого Хресту, під час біжмування, это и характер, это эту печатку незгладимую, і вона застається, але чоловік її не користається і просто закапує. Что, з того, що істина. Да? І тому, справді, этими дарами треба жити. Перший дар, такий сам Бог самого себе дав, Ісус Христос. Це такий великий подарунок від Бога, Бога Отця, який зостається завсюди вірним, який ніколи не відмовився від чоловіка, який ніколи, ну, скажем, не мел таких думок кривдних, шкодних, да, как зашкодить человеку, как знищить его. Но поглядите, уже коли человек согрешил, он дал, было обещание избавления, просто и потом през пророков, вы видите, през деяния, през выстью из Египта, през это блукание по этой пустыне, през дал землю и през пророков закликал это, и, скажем, обещал, да, такие, ну, обещал то, что он будет, то, что он даст, это и Духа Святого будет давать и будет с нами, и обещал Мессию, так само, каким заявляется Иисус Христос. Когда Христос пришел, он был охрещенный и помазанный, да, Мессия, Христос, мы кажем, да, Мессия, вот это помазанный, намощенный Духом Святым и моцы Духа Святого. И Пан Иисус кожному из нас так само обещал этого Духа. Коли мы отримливаем этот дар, то Бог дає дари, іменно ми вже з вами розмовляли, дар мудрості, як Папа Франтишек сказав, та присутність Бога в нас, мудрим чоловіком з'являється тот чоловік, який
які віруючі, да, які сапраўды використовує ту мудрість Бога, каб жити, да, каб, скажімо, керуватися її, да, каб Бог керував життям. Ось, і та мудрість, не сапраўды, да, Бог дає ту мудрість, каб чоловік змінився, і для того потрібен розум, да, дар розуму, каб ми використовували цей дар в розумінні таємниць Божих, в разумении того, что Слово сталося телом, поселился между нами, да, Иисус Христос, что пришел в этой свет, стался человеком. То, что Пан Бог промовляет для нас про Святое Писание, а без разума не может быть. Так человек разумный збудовал свой дом на скале, так написано в 7 разделе Евангелия поводле Матфея, разумный, да, збудовал свой дом на скале, этой скалой является Слово Божие, этой скалой является Иисус Христос. Менавіта читання святого, это змена, это перемена, ось, и она повинна приводить, ну, такое читание Слова Божьего до перемены, до метаноя, и метаноя нас повинна приводить до крестания того, что, скажем, Пан Бог дає, это сакрамент. Сакрамент – это вельми такая, ну, великая речь, это такой дар Бога, яким мы можем користатися у костелі, принимаючи передусім святую коммунию, да, это Евхаристия, это присутность живого Бога в теле и крови на алтаре, и человек может принимать и разуметь это дар розуму. Потом, как далее, да, жить попросту по-христиански, Бог дає нам дар рады. Мы уже казали вам, размовляли с вами то, что Бог обещал, да, и учням обещал, что не вы будете казать, але ось тільки Отець ваш буде казати. І той приклад Ісуса Навіна, який я читав на початку цієї конференції «Дарі ради», що триматися цього слова, да, не відходити від цього, да, не пужатися, да, ось, і жити поводле цього слова. Ну, ось, як використовувати це, то Бог дає наступний дар, ми не можемо без цього дара жити. Сьогодні порозмовляємо з вами о дарі емоцій, такої дарі мужності, що без этого дара человек не может быть. Но я уже вам сказал, что 365 разов в Библии написано слово «не бойся, не полохайся», да, «не страшись», такие вот слова. Коли Пан Бог каже нам, как мы бы не боялись, как мы не полохались, а вот как мы не были такими боязливцами, да, и нам Дух Святый нам дає дар мужності, необхідний для того, щоб ми переодолювали всі тяжкості і так послідовно трималися, скажімо, цнотів, да, цнотів тих, яких ми так само розмовляли у апошній катехезі, да, дар ради, скажімо, да, та ось расторопность, это особливо такая, скажем, цнота расторопности, как мы были расторопными, але не в таким сенсі, що расторопним сховався, як відаєте, колись Пан Бог, не пам'ятаю, як там казав казання, і Пан Бог дав такий приклад, но по таким страхе, либо такой псевдорасторопности. У Салтыкова-Щедрина есть такая каска у великого российского письменника, такая «Премудрый пескарь», який там такая рыбка, якая сидела под корнем здесь, и там, да, и дожила до глубокой старости, не высовывалась, потому что сидела под корнем и никуда не выплывала, только там здесь выпнет, что-то там съест, и снова под корень, щупак некий, никто не мог съесть, и там не штука, да. То ми не повинні бути такими, ми повинні бути розторопними, але не повинні бути боязливими. Тому Пан Бог дає ось цей дар, як ми користалися. Пан Бог, стоїть в цьому дарі, Пан Бог чекає від нас, ну, такої відваги, да, відваги в малому, такого добросумленного виконування наших щоденних обов'язків. В одной из конференций мы, коли была школа молитвы, и так само так не так давно казали мы об аскезе, да. Ось, и штоденные обовязки, это передусім перше, это отношение с Паном Богом, молитва, не бояться, не полохаться, что кто-то на меня там поглядит, там, да.
якось криво, але так само добре абавязки на праці там. Каб чоловік ми не крали, каб ми приходили на час на працу, да, там, ось, каб ми не використовували бридкі слова і так далі, да. Виховання дітей, ну, так потрібно, це так само. Адносінах до іншого чоловіка, да, мужа чи до жонки, це вельми важливо, да, і ось, сапраўды, такі мало студённых абавязкаў, але так можнасць направлення, каб она была у студённым да, жыцці, і як можна это умоцніць, это проявление этого дару мужнасці. Бог заўсёды, я уже казаў, што Бог заўсёды з чалавекам ёсць, он ніколі чалавека не пакідае, да, нават калі чалавек сагрэшыў, 3:15 есть в кніге быцця, пан Бог сказал змею, что и вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и семенем ее. Ты будешь ее жалить в пяту, его будешь жалить в пяту, она размажит тебе голову. Да, уже пан Бог нам дае обетницу, как мы не полохались, не боялись их тяжкостей, да, что сатана он будет кусать здесь, и там в пяту, здесь будет жалить, это будет полохать и страшить, да, как мы не боялись этого, ну, скажем, виконувати свої обов'язки, виконували їх, вже я вельми часто повторяю, тому що повторення мать лічення, кажуть, як ми не боялися виконувати свої обов'язки доброго християнина, да, вони і виконували їх, но как бы не обов'язок, як такой, ну, скажем, дар і радость, з радостью ми ще о плодах будем так само говорить Духа Святого, то Дух Святой дає нам таку радость, да, з радостью того, що хтось мене таки любить без корыстливо, да, даром, за даром. Бог мне дает дар, Бог любит мне даром, створил меня, потому что я являюсь выразом его любові. А перед усім, поглядите, да, коли ти маєш такого оборонцу, где-то там, ну, хтось там спирает тебе, то это вельми смелый, ну, так называемая золотая молодь, да. Они вельми смелые, тому что там вельми важно, тому что там хтось там за ними стоит. А за нами, за христианами стоит Бог Отец, да, Бог наивеличайший володарь, да. Мы являемся сынами наивысшейшего короля. И Иисус Христос об этом сказал, что дякуючи Иисусу Христу, дякуючи Духу Святому, якого мы отримали, мы можем, Святой Павел написал, что можем сказать «Абба, Ойче», «Абба», да, звертаться до Бога, то, что и не полохаться, что мы являемся, и за нами стоит Бог. За нами стоит Бог. И поглядите, история Израиля. Да, как Бог, ну, завсёды, как бы, глядим на початку на історію Ізраїля, на історію народу вибраного, з якого походить Ісус Христос. Бог ніколи не покидав історію, да, народу Ізраїля. І коли він випроваджував Авраама, да, на землю обіцяну, то він казав, не бойся, я буду з тобою. Да. І Авраам, у нього не було GPS, у нього не було там какого-то там великой фуры, там, да, на кою можно скидать все это речи. Он попросту послухался, он пошел, неведомое пошел, не боялся, да. И дар мужности, он вельми моцно связан с даром веры, так само с даром веры, да, даром веры, как, что если человек верит, он не будет бояться, он будет покладаться на Пана Бога. А Авраам, ненадаремно называет Авраама, яйцом веры, да, он не побоялся, он пошел в неведомую землю, он не ведал, куда идти, але шел, да, Пан Бог ему сказал, я буду с тобой, иди, я тебя проведу, слухайся только меня, да. История Юзефа, якого продали в неволю, ну, да, так само Бог був з ним, і потім використав навіть якусь, ну, реч таку неприємну, да, в неволю, да, бо Пан Бог використав на добро Ізраїля, і потім Юзеф своїм братам сказав, не бойтеся, я это Пан Бог зробив. То, что, скажем, вы меня продали в землю египетскую, то не значит, что треба кожного продавать и, там, и так далее, да, там, то, что это, только Юзеф не сполохался, Юзеф был верный.
і выкарыстоўваў свае дарэкі. Пан Бог дал, не гледзячы на тое, што ў вязніцу кінулі, там абвінаваціла яго, это жонка яго там гаспадаря, да, то, што ён дамагаўся, типа замагаўся яе, там, але з вязніцы он выйшаў і нават яшчэ больш падняўся, он быў другім чалавекам пасля фараона. І пасля гэтага, калі Ізраіль прыйшоў, они 400 гадоў там былі, паглядзіце, калі быў уціск, калі израильтяне кричали: «Пане Боже, допоможи нам, мы уже не можем». Они сгадали, они вспомнили Пана Бога, да, скажем, то, что где всем уже забыли, были, добро жили, там, коли был Юзеф был живый, коли были там живые еще там, кто памятал Юзефа, да, они вельми добро жили, а потом, коли Юзефа, ну, так написано у книзе Заходу, что пришел такой, зачал править фараон, король, який не ведал Юзефа, и был начал их притискать, да, и поглядите, выбрал Моисея. Моисей был человеком, не был отважным, да, он был таким, ну, скажем, выховывался при дворе фараона, але не был отважным, и он был выбранный, і да, атрымаў такую місію, каб вывести Ізраіля из неволі, да, і вельмі шмат есть таких прыкладаў, і калі чалавек атрымлівае місію, пан Бог кажа, там, не бойся, я буду з тобою, да, ось, каб ён стал праводарём, каб ён стал таким, ну, абаронцам свайго народа, і абяцанне попросту Бога, это были обещания Бога, якія попросту, ну, превышали их, ну, власные такие силы. Коли Бог обещал, коли Бог робил им, то сами, они были высшие за силы тих людей, яких пан Бог выбирал. Моисей, да. Моисей, коли он бачил этой куст, який горит, вельми здивился, но не сполохался, але пошел поглядеть, и пан Бог ему сказал: сними, это 3 раздел книги Заходу, ты сними буток, тут земля святая, и начал с ним размовлять с ним. Может, Моисей переполохался от початку, но то есть в том стані, что он был, мужность проявил, что он поглядел на початку, пошел, что там есть, он не утек нигде, не сховался там, не выглядывал из-за каменя, только пришел до этого куста. И Бог начал размовлять с ним, и сказал, что я почул голос народа моего, який кричит в израильский народ кричит в Египте, да, стогне, притискают его там. Почул я и выбрал, да, Моисея выбрал, да, и Моисей признался, что я, Пане Боже, я там слабый, я немощный, я не могу размовлять, я хтось там-то іншого пошли, там выкручиваться сначала. И 3:12 книги Заходу, коли пан Бог сказал, что пошлет его, то он сказал, что и Моисея, то он сказал, что я буду с тобою. Книга Заходу 3:12. І так, ведаеце, і заўсёды дапамагал. Пан Бог дапамагал, кожны раз дапамагал. І калі паглядзіце, вось, калі Израиль вышел из Египта, да, и они утекали уже, и потом гнали за ними эти колесницы этого фараона, но как бы там зараз танки бы гнались, да, за что там в колесницах были танки, утекали. Люди там у малек, их не было, ну, не были в уголе там без зброї, да, без, ну, было, може, якесь, але так не навучені були, бо вони були рабами, там були невольниками, да, вони утекали только. И когда поглядели, там, уже там это пыл, штуки, пыл появлялся, зачали кричать на Моисея: куда ты нас вывел, где ты нас ведешь, там сполохались. А пан Бог сказал Моисею: не бойся, да. Вот 14 раздел, это вельми так, 14 раздел книги Заходу, вельми цікаво. Ось.
Такой вельми цікавий опис, да? «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израиля, чтобы они обратились и расположились станом перед Гахироном, между Мигдалом и между морем перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставлю стан у моря». Поставьте стан у моря, да? Да, представляете, на берегу, да, куда бежать. Господь говорит это, бежать нема куда, уже бегче. И скажет фараон народу своему, о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, и заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают все египтяне, что я Господь. И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой, 600 колесниц, отборных все колесницы египетские и начальников над ними. Да. В той час это была наилепшая армия. Был такая, Египет был такой моцай, який володал всеми там землями, да, ось такой сапраўды был великой моцай, да, и он все войско взял с собою, и колесницам 600 чолгов, 600 танков бы погналось. И жесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израиля шли и под рукою высокою. Они были под обороной, да, под обороной Бога, и погнались за ними египтяне, все кони с колесницами фараона и всадниками, все войско его, и настигли их, расположившись у моря при Гаферофе перед Ваал-Цефоном. Мне, поглядеть на такую ситуацию, то не было, попросту выходу не было из этой ситуации. Тут фараон со своей такой великой армией, никто там с этих змагаться не может, тут люди безборонные, дети и так далее, да, а тут море, и конец, конец. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израиля Господу, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказали, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Это ситуація така була, як страхом, до початку, у людей не було можливості, да, страху вони не бачили, хоча, бачили і не бачили, бо вони не приймали те чудо, яке Пан Бог учинив в Єгипті, да, казни єгипетські, просто не приймали, они не вірили, що Бог моцний, да, що вони тільки бачили своїми очима то, що вони бачили, да, то, що війська, тут земля, тут море, тут ось, и на них напал страх, да, страх попросту, и в этом страхе они могли покидать все, и снова пойти у рабства, яким там плакали, так и кричали, Пане Боже, да поможи нам, мы тут же не можем, или там в море мог бы кто-то кинуться, загубить там, да, себя, но правдоподобно больше смогло бы сдаться, попросту снова в Египет пойти, але Пан Бог имел свой план на это, да, Пан Бог не надаремно, коли Пан что-то робит, то он робить это, таким з далеким, скажем, прицелом, да, ось. Он ніколи не робить все надаремно, да, все має свій сенс. І далі тут цікава річ. Ось вони сварились з Моисеем, да, и Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделал вам ныне, ибо египтян, которые видите вы, более не увидите вовеки. Господь будет побороть за вас, и вы будете спасены. Да, будет змагаться, будет, скажем, будет такая змагаться Бог змагається за свой народ. Бог воевник, да, надаремно
у Израиль называют, и Пана Бога называют разные имена. Есть Эль-Шадай, да, Эль-Шадай, там, моцный, Бог моцный, да, или Бог ось Кадош, Яхве Цебаот, да, ось Кадош это моцный, да, так, крепкий, да, моцный, ось, и так само Цебаот это Саваоф, мы кажем, Цебаот, да, Сабаот. Это пан войскаў, пан моцны, пан магуцеў, пан войскаў, да, он ваявнік, пан Бог ваявнік моцный, да, и далей пан каже Моисею, сказал Господь Моисею, что-то ты вопиешь ко мне, скажи сынам Израиля, чтобы они шли, и ты поднимешь жезл твой, и простри руку на море, и прости руку твою на море, и раздели ее, и сыны Израиля, и я ожесточу сердце фараона. Вот. Самое главное то, что не бойтесь, стойте, да, так сказал просто. И потом пан Бог каже ему, и Моисей учинил и зробил так, как было ему сказано, да, что просто было сказано ему. Ось, и Бог учинил ті великий цуд, і убачили, да, знову там пройшли по той воді, по посуху, аки посуху. Пан Бог змагався за них, да, і менавіта моментів є таких в Біблії вельми шмат. Апошній раз я вам казав про Ісуса, як розмовляв пан Бог з Ісусом Навином. Будь твердый и мужественный, ибо народу всему передашь во владение землю. Я клялся дать вам. Только будь твердый и очень мужественный, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что написано, тогда ты будешь утешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь твердым, мужественным, не страшись и не ужасайся, ибо я с тобою. Ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь. Видите, этот фрагмент в этом фрагменте мы размовляли о даре рады, да, но пан Бог ему порадовали, так попросту, как бы, он сказал, будь твердый, будь мужественный, будь мужный. Не полохайся, не бойся, я буду с тобою. И сапраўды, поглядите, скажем, эта вся история Израиля, она является таким прикладом присутности Бога, коли Бог сапраўды змагаецца за Израиль, коли пан Бог дапамагае Израилю, пан Бог дапамагае своим людям. Але пан Бог потребовал перед усім верности ему, да, как человек верил. Допускал там якісь там поражки и так далее. Или человек сам выбрал, сам выбирал, это не пан Бог винен, да. Зараз люди так само кажуть, а чому вот такое, да. Или чому там, наприклад, мне такое споткало, да. Пан Бог допускает это, може, колись там пан Бог даст, то поразмовляємо в этом, да, чому є такое, да. Пан Бог хоче, щоб ми досягнули неба. Это самое наикоштовнейшее. То, что нас устракает, тут именно как мы могли это пересилить, переодолеть, есть дар мудрости. Але перед тем есть інші дари, о яких мы размовляли с вами, как бы використовувати эти дары. И поглядите, сколько, коли мы читаем псалмы, коли мы читаем пророков, там разные гимны, да, спевают, дякуючи пану Богу, да, там он моцный вояр, да, он тоже, он 15 раздел этой самой книги Заходу, коли Мирьям, песнь Моисей заспевал, и Мирьям просто заспевали, да, они убачили эту моц, коли убачили, ну, израильтян, які потонули в море. Але не убачили, Бог жадає, щоб ми просто вірили. Да? Віра – це впевненість в тому, що ми не бачимо, ми вже розмовляли об этом, да? Щоб ми, іменно дякуючи вірі, ми можемо мати цю можливість, да? Дякуючи тому, що віримо в Бога, то, що Він присутній серед нас, Він є з нами, аби більше того, що Бог є в нас, да? Ми під час Святого Хресту ми отримали це боске. Коли чоловік приймає Ісуса Христа, яким ми там
на початку конференції, як тут розпочались конференції, казали, коли приймають пан Бог Ісуса Христа, чоловік Ісуса Христа, він не боїться, да, тому що і він становиться попросту таким, як Христос. За християне – це ті, які подобні до Христа. Ісус Христос, да, он как человек и боялся, но вы видите, это что вот этот кровавый бил Иисуса Христа, но это правда есть такие переживания, страха человека, капилляри лопаются, ті носники крови лопаются, и человек соправды подится ли, и он мужно перенес это. И человек, Бог завсёды з нами, то треба вірити в это. И больше з пророков, такі, скажімо, хто в книгах пророцьких, це так само тих, у людей, які псалми складували, інші книги по мудрості, ми вже розмовляли, там більше за 1/3, більше за 1/3 книг, це книга премудрості різні, такі книги дидактичні, так називаємо. В Біблії не учат этой мудрості. І дякуючи присутності Бога, зостались ці люди вірними, да? Псалми представляють эту моц эту віри, присутності Пана Бога. І інші там речі, да, поглядіть, коли знов Бог присутний був, і він є завсюди. Книга Суддів, таким прикладом з'являється Гедеон, чоловік, який просто сховався. Да? Чоловік, він був из меньшего рода, він сховався, тому що грешили, забирали все, мадианиты приходили, забирали все, их рабовали, это народ, потому что и ховались, он бы, хоть бы же что-то там наколотить на собі десь сховався у ямі якось там, ось під дубом утек от этих израильтянин утек от этих мадианитов. Але этот человек десь в глубине сердца был соправдывым, таким, он хоть и утек, да, там наименьший был, или таким мужным был человеком, 6 раздел книги Суддів. Сыны Израиля стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитам на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне, амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, истребляют произведение земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла, ибо они приходили со скотом своим и шатрами своими, приходили, а также как множестве саранча, их верблюды, и верблюдам не было числа, и ходили по земле Израиля, чтобы опустошать его. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израиля Господу. Поглядите, я уже сам говорил, что да, сам человек себе грешили, отримали, коли ласка, да, там человек не хочет с Паном Богом жить, то отримливает то, але Бог кричали, и Бог почул их. И когда возопили сыны Израилева Господу и на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и возвал им, и сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас от руки египтян и из руки всех, угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских в земле, в которой вы живете, но вы не послушали голоса моего». Вот вся причина того, что жили, не поклонялись іншим богам. А тут закричали, убачили, пану Богу звернулись. И пришел ангел Господень и сел в Офре перед дубом, принадлежащим Исаву, потомку Визерову сыну. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Там он побачил,
что он моцный, да, там, может, моцный, я убачил, что он моцный, сапраўды, он мужный. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то чего же постигло нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки медиатян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с тобою, с этой силою твоей, и спаси Израиль от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое, которое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Ось, мужним чоловіком було почав розмовляти з Аньолом, да, це передусім був страх, тож, як хтось з Аньолом буде розмовляти, пан Бог бачив, да, іди і зроби. І менавіта потом в этом описе, где он выбрал только 300 вояров и перемог 20 тысяч, да, и он был перемог, это было сапраўды, такая мужность была у этого, не глядя на то, что он сховался, да. Король Давид, поглядите, это змагание с Голиафом. Да, коли король Давид вышел змагаться с этим великаном, великим человеком, да, таким мощным человеком, то он сказал, взял только камни и с собой ки, да. Голиаф сказал, что ты на собаку на меня идешь с кием, да? Был такий озброєний мечом, і шлем був у його там на голові, і панцир і так далі. Давид сказав: ти йдеш з мечом, іди дай на мене, а я йду на тебе з мощью Божией. І поразив його там, в чоло этим гладким каменем, да, взял из сумки своей, из своей торбы. И Давид не полохался, потому что он верил, что Бог сим поглядит, да, это есть там пророки, яких там переслідували. І так само в костеле пан Бог обіцяє нам, що буде, да, що ми будемо облечені в моць Його. Пан Бог обіцяє апостолам ось і этим таким колоннам, да, костела, якщо вони будуть, отримають моць сока. Да. Євангеліє поводле у Святого Луки 24:49, то, чтобы просто ось, будут, да, облекутся этой эмоцией, коли человек, сапраўды верит в мое открытое сердце, и ты дух сутішальник буде обороняти костел, да, и кожного його члена, да, аж до конца часу. И это моц, это дар моцы, он приходит высоко, да, дар мужности, он приходит от Пана Бога. Это такая особливая допомога Пана Бога, яка необходна кожному християнину, да, на кожному із нас для боротьби, ось, для боротьби зі спокусами, для боротьби з тим, что не позволяет ему любить Пана Бога, да, таким надлежащим чином и выполнять свои обовязки надлежащим чином. И этот дар, я скажем, он доводит до досконалости, да, и такую, ось ноту, она такая естественная, да, с ноту мужности и отваги. Знову вертаємося до Біблії. Поглядіть, апостоли, коли ми читаємо з Євангелія Святого Яна наприкінці, передусім, коли читаємо, коли Пана Ісуса укрижували, то вони не тільки укрижували, поглядіть, схопили, коли, да, поутікали всі. Той, який повинен бути скалою, Ісус Христос сказав, що ти будеш скала, Петр скала, Петрус Петро, да, скала, і на цій скалі, на цьому камені я побудую свій костел. Но отрекся. Той, який, скажімо, Юда Іскаріот, він видав його, да,
Ось, він шукав невідомо чого, там своїх чогось, якихось там. Святой Петр просто переполохался и сказал, отрекся от него, сказал, не ведаю того человека. Все апостолы поутекали, да, убачили, коли пана укрыжевали, и были разочарованы, были, стратили надею, ну, страх, и он такие недобрые дарачек, скажем, человек или боится, коли он потратит надею, да, и человек утекает неведомо. Але был святой Ян, при крижі Найсвятейшая Панна Марія, яка була отважна, це була отважна жінка, справді, была полная моца Духа Святого, отважная для его же поглядите, то она приняла Иисуса Христа. Приняла Иисуса Христа, когда пришел анёл, но есть такая легенда, что она утекла от початку, там в Назарете есть место, такая краница, там есть, она пришла для краницы черпать воду, пришел анёл, она утекла, и переполохалась, ну, поглядите, как бы, скажем, вы бы себе поводили, коли пришел бы до вас анёл, да, Гедеон не переполохался, но это девчина была, или потом, это только легенда, или Святое Писание нам пишет, что истинно, что она начала размовлять, да, слухать его и приняла это, она была отважная, приняла, как это будет, останется, коли я не маю мужа не маю, да, зачнешь от Духа Святого. Отважная перед народом, перед всеми жихарами этого Назарета, перед своим выбранником, да, обранником, святым Юзефом. Она не полохалась, правда, скажем, треба иметь моц такой, действительно, такую мужность, да, это девчинка, 14, может, 15 год ей было, потому что такая традиция в Израиле была, так рано замуж выдавать, дозревали вельми рано. И она была, сапраўды, это показывает такой приклад мужности, да, приклад отваги, да, она наполнилась Духом Святым, и святой Юзеф потом, коли Пан Бог ему промовил, так само наполнился, он принял, да, далей, попросту, да, але перед усім Найсвятейшая Панна Марія поспирала этих апостолов, коли они сидели, коли они были, заперлись в этом вечернике, по Святого Яна написано в 20 разделе в Евангелии поводле Святого, двери были зачинены перед страху, перед евреями, да, они сидели, и там колотило их, может, там это месяц где-то там вечерник был, ходил ходуном, там 10, там, да, неведомо, там просто боялись. И Пан Иисус, когда он пришел, он сказал, что не бойтесь, это я, супокой вам, да, супокой приносит так само, где есть супокой, там нема страху, не бойтесь, это я. Святого Луки пришел, супокой вам, вы показал ноги, руки там, ось. И тогда сказал, попросту вдохнул, он размовлял о Духе Святом, да, вдохнул Духа Святого, и что старился с апостолами, где апостол другий раздел, с послания Духа Святого, коли наступил день Пятидесятницы, все были разом у тим самому месте. Раптом узнесся шум с неба, ніби повел моцного ветру и наполнил весь дом, где они сидели, и завелись им поделенные языки подцам из-за огня, и затримались на кожному из них. И все наполнилися Духом Святым и почали говорить на інших мовах, як Дух давал им промовлять. Ось наполнились Духом Святым, но там далее не буду читать, уже там все были там разные, в Иерусалиме из разных были кутков земли, и они чули языками мовичими. Тогда поглядите, другий розділ з першого, там і далі. Перша промова Святого Петра, 2.14. Тогда устал Петр разом с 11 и взял руку свою и промовил до их моцным голосом: «Мужи юдейские и все жихари Єрусалима, познайте и выслухайте мои слова». Петр, який утек, який сховался, який там полохался, все там, да, он встал, поглядите, был дар ради, да, там, скажем, дар ради, який Пан Бог дал ему можливість то, що зробити, сказати, але так само
он мужно, да, каб некалі бы было бы толькі там парадзіў вам пан Бог, ну скажы, там, он бы там схаваўся дзесьці там, такая мужная. Это из боязливца человек стал таким бояром Божьим, да, он бы стал и сказал, начал промовлять. И менавіта так моцно промовлял, так моцно с такой эмоцией, да, что он с отвагой такой, что 3000 человек навернулось. Сами можете вообразить, 3000 человек навернулось. Человек отмовился, да. Человек, який відмовився від Ісуса Христа, он наповнився емоцією Духа Святого. Тут дар мужності такий явний. Потім, як будемо читати далі, ось де і апостоли промовляли з емоцією, да, і молилися там, и святой Ян со святым Петром промовляли, перед Синедрионом они стояли, там их хотели побить, но сказали, Синедрион сказал, что высшая рада там, сказали, ой, они люди простые, да, там, але промовляли, так моцно промовлялись. И Петр сказал, что нам належит больше слухать Пана, ніж человека. Поглядите приклад святого Стефана. 7 розділ, 7 і 8 розділи дій апостолів. Человек просто дьякон был, да, и просто так змагался, никто не мог им... Словесно никто не мог, по суті, привстати. Не хотів учені в письмі був дар, був радий, я вже там розмовляли ми. Але так само дар мужності був, мужно від промовляв. І менавіта, дякуючи этому, святой Павел навернувся. Да, от, да, дякуючи этому, попросту такое, ну, скажем, это такой, ну, как бы імпульс був на вертанні святого Павла, який, скажем, пише, да, той, який шукає Пана Бога, шукає той, який очищає свою душу і прислуховується до голосу ласки, може разом со святим Павлом сказати, все могу укрепляющий меня Иисусе Христе. И там, где дейничает Дух Святой, там попросту есть явным таким проявлением этого дару мужности. Там человек может все переодолеть попросту, да, все тяжкости, я уже слышал, все тяжкости, да, все там то, что попросту у нас из-за любови до Пана Бога. Ось, і сапраўды хрысціянін, які мае гэты дар моцы, дар мужнасці, ён не лічыць толькі на сваю моц, на свае, а полагаецца на Пана Бога, да. Как бы ён павінен нас усвядоміць сваю слабасць, сваю немач, але то, што Бог моцны, да, каб мы яму даверылі ту місію, якую нам даверыў, каб мы слухали голосу Пана, не толькі слухали, але чулі яго, і каб Пан Бог говорит, я буду с тобой, я тому просто выканается все. То, что я... Ось. И святой Павел каже, что коли Бог с нами, то кто супротив нас? Он может, да? И он, скажем, Бог сказал святому Павлу, я с тобой буду. Там, ось. И это вельми важно просто об этом не только просить, так, как мы были мужными, как мы обороняли веру, как мы, эта вера расширялась. Ну, на этом сегодня закончим. Наступный протяг будет в наступную середу. Протяг этой конференции о даре мужности. Попрошу вас о молитве за нашу парафію в Ждановичах. Вирішилася ця справа, ну, все, з під'їздом, ці там на хвалу Божию, все це, на хвалу Божию, як там Пан Бог вирішить все це. Але так само запрошаю 26 вересня в 19 годин на молитву для нашего народа про заступницу Найсвятейшей Панны Марии Ченстаховской, агрегородок Ждановича, улица Линейная, 1. Там трохи треба пошукати, бо по вулиці Лазурної треба пройти там, ну, і ось так само бути мужним і змагатися за трезвость нашого народу. Хвала Христу! Катехеза з князем Олександром Фоміних на Хваля Радіо Марія.